12 факторов, почему башкиры должны обрести независимость. Прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Владимир Ильич Ленин. Вождь мировой революции, конечно, тот еще иблис, который уничтожил миллионы людей ради достижения своей цели. И он, конечно, не может служить для нас примером или ориентиром. Но мы можем использовать его наработки, опыт и реальные результаты для того, чтобы самим прийти к власти в республике и привести ее к независимости. Необходимо через ежедневную агитацию, пропаганду внушать жителям республики, что независимость республики – это неминуемый процесс, который обязательно случится. Крах режима Путина в любом случае произойдет. В стране наступит революционное событие, и мы в этот момент можем и должны взять в свои руки власть в республике. В первую очередь нам необходимо агитировать башкир как основной автохтонно республикообразующий народ, который является хозяином на своей земле. Башкиры являются движущей силой всей башкирской политической нации, что неоднократно доказывалось масштабными событиями в республике в последние 10 лет. В подавляющем большинстве башкиры являются мусульманами и исповедуют религию ислам. Да, в большей степени это светские мусульмане, которые раз в год проводят аят дома, дают детям башкирские мусульманские имена в исполнении религиозного обряда, сочетаются никахом при соединении супружеских пар и провожают последний путь чтением муллы аятов из Корана. Но все же башкиры осознают себя мусульманами, и среди них практически нет тех, кто причисляет себя к другой религиозной конфессии. Есть значительное число атеистов, но ярых противников ислама среди них тоже мало. Башкиры ислам приняли много веков назад. Под знаменем ислама поднимались восстания против Российской империи. Последний башкорт, который был сожжен на костре в Российской империи, это башкирская женщина Кисябека Байрасова. Именно за то, что она вернулась в ислам после насильственного крещения. Башкиры достаточно ревностно относятся к исламу и не терпят любые посягательства на него. Этот фактор должен стать одной из опор башкир при защите своих прав и завоевании независимости. Например, надо постоянно упоминать, что в центре Уфы до сих пор не могут построить мечеть Ар-Рахим, а выделяемые на строительство деньги разворовываются. Надо постоянно упоминать, что в республике 2/3 жителей это мусульмане, что в Уфе 50% мусульманского населения, но мечети в 3 раза меньше, чем церквей. Постоянно говорить о том, что на башкирских землях русские устанавливают свои православные кресты без разрешения местных жителей. Таким образом, они метят территорию как свою и впоследствии дают этим местам русские имена. Меняются исконно коренные башкирские названия, и земля превращается в русскую. Так, например, на Павловском водохранилище есть скала Кахарман-Кая, но русские поставили незаконно туда крест и переименовали скалу в 12 апостолов. Башкиры в 2023 году сломали этот крест, но русские его вновь восстановили при поддержке местной манкуртской власти. Тем самым власть в республике показывает, что интересы русских им ближе, чем интересы мусульманского населения. Такие конфликты, основанные на притеснении мусульман в республике, идут давно. Например, в 2014 году русские националисты из организации «Патриот» города Кумертау под руководством их лидера Виталия Лугового пришли в дом к местному мулле, избили его и его семью и расстреляли из травматического оружия. Никто к ответственности не был привлечен. Необходимо постоянно указывать, что в мусульманской республике идут репрессии именно против мусульман, но не православных.